И Сямасыс. Я с удовольствием хочу поприветствовать замечательный канал ТНВ и Шаян ТВ. И знаю, что эти ребята, взрослые дети, с удовольствием смотрят, поэтому я очень рад, что вы меня видите. И хочу вам от всего сердца из Москвы, от Ералаша передать большой-большой привет. Хотелось бы начать беседу с темы юмора. Отличается ли российский юмор от юмора в других странах? Очень отличается. У нас юмор во всех странах, юмор дурной, там просто смешно и все. А мы стараемся все время вложить какую-то важную мысль. И для нас это очень дорого и очень важно, чтобы не просто было, что мы, развлекая, учим и обучая, веселим. Вот так. Каким детский юмор не может быть, на ваш взгляд? Ну, во-первых, он не может быть неприличным, не может быть, вот, так сказать, так называемым курилки юмор солдатский. Этого не должно быть никогда. Я вот, например, за все годы, а Ералашу 45 лет, не позволил ни разу, чтобы было даже слово «блин». Вот его нет никогда. Я слежу за этим. Мы должны хотя бы здесь, в Ералаше, быть честными и чистыми и честными перед детьми. А что вот именно определяет хороший юмор? Ну, приличный юмор должен быть. Мы, так сказать, честные, мы можем критиковать и родителей, можем критиковать и учителей. Иногда у нас побеждают дети над хитростью какого-то там взрослого. И наоборот, как в жизни бывает, кто похитрее, тот и побеждает. То есть мы стараемся быть честными для наших зрителей. И поэтому, так сказать, вот это вот их отношение и живо. И поэтому я сегодня могу сказать, у нас уже на канале YouTube больше 1 миллиона подписчиков. У нас практически миллиард просмотров. И для нас это очень важно и дорого. Значит, у нас есть обратная связь. Я, как руководитель Ералаша, понимаю, для чего и зачем мы это делаем за столько лет. Это очень важно. На ваш взгляд, новые форматы Comedy Club и стендапа – это перенос западных форм или естественное развитие КВН? Ну, во-первых, не КВН, это естественно развитие юмора и так называемые некоторые копирования, некоторые по-другому смотрящиеся абсолютно, так сказать. Все должно расти в саду. Ничего не надо запрещать. Пусть все растет, и, так сказать, у каждого есть свой зритель какой-то. Если это хорошо и здорово, значит, зрителей будет много. Если это так себе, значит, будет мало зрителей. Например, в том же Comedy Club в шутках активно используют мат. На ваш взгляд, это допустимо? Ну, надо понять, для кого, в какой аудитории. Если сказать, относительно того, чем я знаю, категорически не должно быть, даже намека никакого. Для канала ТНТ, который, так сказать, может себе позволить запикиваться и так далее, наверное, это возможно, наверное. Я не уверен, когда его много, он точно так же становится неинтересным. Если, так сказать, он какими-то точками, то он может работать. А так он обязательно будет в погибели в какой-то находиться. Несколько дней назад на Украине основатель юмористического шоу «Зеленский» стал новым президентом Украины. Понятно, что вы к этому относитесь с юмором, но все же, что это Нет, было? я отношусь совершенно не с юмором. Я хочу сказать, что не за юмор он, так сказать, победил, а за точку зрения, за тот фильм, который он сделал «Слуга народа». Это очень интересная история. И дело совсем не в том, что в КВН ли он, шоумен ли он. Это я, например, я его знаю лично хорошо, и я в данном случае говорю, я разговариваю, он гражданин страны, его, так сказать, идеи, которые изложены были в этом фильме, я видел эту картину, они, так сказать, достаточно интересные и яркие. Ну и честно скажем, что украинский народ голосовал не столько за Зеленского, сколько против Порошенко, что тоже важно. Но это не отбрасывает обаяние. И вот как справится Зеленский, тогда будем разговаривать. Пока что, и хватит уже тыкать то, что он, ну, и из юмора, из КВН, ну и что, ничего в этом страшного нет. Я не вижу, так сказать, все мы человеки, и есть же опыт очень интересный, так сказать, американский актер долгое время был прекрасным этим самым президентом страны. Ничего, что... Да. Как вы думаете, в России может быть такое? В принципе, не знаю, так сказать, я считаю, что
изрядная стабильность нашего руководителя и, так сказать, его искренние, абсолютно честные выборы, которые доказывают то, что пока что, так сказать, сильнее его нет. Поэтому я бы не сравнивал. Пока что на Украине меняют и меняют, но толку мало. Толку-то мало, ничего лучше не становится. Вот и все. В рамках нашего медиахолдинга ТНВ запустился детский канал ШМ ТВ на татарском языке. На ваш взгляд, что нужно подобным проектам, чтобы быть успешными? Я вот член ТЭФИ, сейчас буду голосовать и посмотрю ваши программы, которые наверняка уже представлены, и скажу честно, вы знаете, когда-то Горький сказал, что для детей нужно писать так же, как для взрослых, только еще лучше. Это сказал Горький, а не Станиславский. Это я вам абсолютно точно говорю. Так вот, если это будет талантливо, если будет ярко, интересно и увлечете зрителей, детей, честь вам и хвала. Если они будут, так сказать, вы будете сами по себе, они будут сами по себе, значит, мы, как говорится, вы не в той дорогой пошли. Вот, собственно, ответ только один. Сделайте так, чтобы было интересно детям. Какова дальнейшая судьба Ералаша? Ему исполняется все-таки 45 лет в этом году. Ему исполняется, мы в полном порядке. У нас 3 канала работают. 2 сейчас, канал «Карусель» и канал СТС «Лав», там, на котором все время идет Ералаш. Плюс все премьеры появятся на ТВЦ в ближайшее время. И, наверное, самое главное, чего нельзя категорически сбрасывать, это интерес интернета, очень сильный. Просто в интернете только дети, а на каналах еще и взрослые смотрят. Вот вся разница. А может ли Ералаш заговорить на татарском? Ну, на самом деле, вы так говорите, было, переводили здесь на татарский язык, переводили. Я думаю, что это совершенно не обязательно. В каком плане? Я ведь еще раз говорю, сохранить ваш язык надо обязательно. Такое количество, огромное количество людей, которые разговаривают на татарском языке и понимают татарском. Но все равно, так сказать, отменять русский язык – это глупая затея. Поэтому я бы, например, да хотите, переведите, но зачем? Давайте, так сказать, татарский язык беречь для взаимоотношений внутри семьи, а для общих русский. А может быть, я и не прав, я не знаю. Может ли быть прибыльным детское кино? Наше нет. Дело все в том, что западный кинематограф, детский, так называемый семейный, приносит сумасшедшие деньги, огромадные деньги, но и вкладываются в эти фильмы очень большие деньги. Дело все в том, что сегодняшнее детское кино должно быть зримым, таким как «Гарри Поттер», как «Властелин колец». Вот такого уровня должно быть. И если мы такое кино, мы его пока поднять не можем, и никто нам таких денег не дает. Сейчас идут какие-то попытки, но пока неудачные. Потому что сказать, что «Последний богатырь» – это все-таки не детское кино, давайте признаемся честно. Хоть успех там есть. Вот детское кино не очень русское, хотя и «Три богатыря» там действуют, не очень русское. Вот все «Три богатыря», но они все приносят большие серьезные деньги. Ну вот я, так сказать, говорю, что надо вкладываться очень серьезно. Эти фильмы, которые мы запускаем детские, они, к великому сожалению, кроме как с фестиваля на фестиваль, они нигде не смотрят. Их никто не берет в прокат, они никому не нужны зрителям. А сделать то, чтобы все побежали смотреть, нужно большие деньги вкладывать. А это пока никто не хочет. Телевидение отторгает детское кино, соответственно, не может поучаствовать хоть частично. Там это длинный разговор, наверное, слишком серьезный, чтобы об этом поговорить. Собираетесь ли вы снимать какой-либо полнометражный фильм? Последний ваш фильм, помню, был в 2015 году. Да, был. И вот здесь будет сейчас, кстати, обсуждение моей первой картины. Несмотря на то, что ей уже изрядно лет, она абсолютно современна сегодня. И я вас приглашаю посмотреть, что будет происходить и в зале, и сколько будет слез, и какое будет обсуждение. Вы увидите. Это первое. Второе. Я собираюсь, я пока никак не могу найти себе соавтора, который бы мои идеи записал, потому что я хочу сделать легкую комедию, посвященную девушкам молодым, в первую очередь. И я, так сказать, придумал, мне осталось, чтобы никто не помог записать. А по поводу выпуска новых книг или сборников? Ну вот я только что выпустил книжку в цикле, как они, «Зообук» называются они. Известные люди пишут от первого лица животного. Я мартышка. Я от первого лица мартышки рассказываю о том, что происходит. Плюс мы, так сказать, сейчас выпускаем книжку к юбилею Ералаша. Выйдет хорошая, яркая книжечка. Что еще?
Это по поводу такой литературы. Вообще у нас же театр, у нас же очень интересный театр, спектакли. И у нас уже там в театре почти 100 человек занимается детей. И очень яркий спектакль. Называется «Мы играем Ералаш». Вот. Что еще? Они там поют, танцуют. У нас студии, у нас много чего здесь. Здесь у вас в Казани замечательная студия, большая, много детей занимается. Я с ними еще вот в этой поездке еще встречусь обязательно, конечно. Здесь и в Москве у нас таких 2 студии. У нас хватает по стране 30 студий таких, поэтому надо всем этим заниматься. Мы только что сделали фестиваль, со всей страны приглашали детей, победителей. Участвуя в конкурсе, победители награждены главными ролями в Ералаше. Вот такая вот история. Казань пытается претендовать на звание третьей столицы. Чего не хватает городу в этом отношении, на ваш взгляд? Кремль есть, город красивый, чистый. Что не хватает? Да все хватает. Просто Москва совсем большая и толстая. Вот когда вы такими толстыми станете, тогда будет.